Добрый вечер. Пятница вечер. Как всегда, в это время на телеканале АТР программа «Прайм Бабченко». Я, соответственно, Аркадий Бабченко. И, как всегда, в этой передаче мы будем говорить с вами о всяких интересных вещах. В том числе коснемся и того, что происходит там за поребриком. Но сегодня у нас передача будет не как всегда. Сегодня у нас в студии гость Андрей Санников, кандидат в президенты Беларуси. Потом в 2010 году, да, на выборах 2010 года. Потом политзаключенный, узник совести, политический беженец. Ну, в общем, все как всегда, правильно? Добрый день, Андрей. Добрый день. И звоните, вот здесь вот появилась, или сейчас появится плашечка, звоните, минут через 15-20 мы начнем принимать ваши звонки, но вопросы сегодня будете вы задавать не мне, а будете задавать Андрею, и все равно спрашивайте, о чем хотите, о Беларуси, о том, что будет с Родиной, с нами, о жизни и вообще обо всем, обо всем, обо всем. А сейчас давайте посмотрим с вами небольшой сюжет представления про нашего героя. Андрей Санников, один из основателей гражданской инициативы «Хартия-97», координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», целью которой провозглашалось вступление страны в Европейский Союз. Кандидат на пост президента Белоруссии на выборах 2010 года. Это был пик протестной активности в Беларуси. Андрей Санников объединился с другим оппозиционным кандидатом Владимиром Никляевым, что дало возможность аккумулировать значительную часть протестных настроений. По результатам выборов Андрей Санников занял второе место с 2,5% после Лукашенко, которому насчитали 79%. По данным экзит-полов, Санников получил 14% голосов и занял третье место после Владимира Никляева, который получил 19%, и Александра Лукашенко с наличием 40% голосов. Это дало возможность заявить о непризнании выборов и потребовать второго тура. 19 декабря 2010 года оппозиция провела самую массовую акцию протеста. На улицы вышли от 15 до 40 тысяч человек. Митинг был жестко подавлен, около 600 человек задержаны, десятки избиты. Были схвачены и избиты практически все лидеры оппозиции: Андрей Санников, Владимир Никляев, Николай Статкевич, Олесь Михалевич. Все они впоследствии заявляли о пытках. Андрей Санников был арестован, содержался в СИЗО КГБ, в мае 2011 года признан виновным в организации массовых беспорядков, приговорен к 5 годам лишения свободы. Его супруга Ирина Халип также была задержана прямо во время интервью иностранным журналистам, которое она давала по телефону. Помещена под домашний арест, приговорена к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Сына Андрея и Ирины пытались выкрасть и насильно поместить в детдом. Андрей Санников помилован указом Александра Лукашенко в апреле 2010 года. После освобождения уехал в Великобританию, где получил политическое убежище. Сейчас живет в Варшаве. Так, и начнем мы нашу передачу с Андреем, мы чуть-чуть поговорим попозже. Начнем мы нашу передачу с новости. На мой взгляд, довольно важные новости. Реджеп Таyyip Эрдоган приехал в Грецию и потребовал пересмотреть границы. Первый за 65 лет визит в Грецию главы турецкого государства начался с обмена резкими заявлениями между президентом Турции Реджепом Таyyipом Эрдоганом и принимающим его президентом Греции Прокописом Павлопулосом. Эрдоган заявил, что договор 1923 года, который установил границу между Турцией и Грецией после Первой мировой войны, применяется несправедливо. Павлопулос отверг любые возможные изменения в Лозаннском договоре. Турция и Греция с 50-х годов состоят в НАТО, однако их двусторонние отношения остаются напряженными. Многолетние споры из-за принадлежности необитаемых островов в Эгейском море привели к тому, что обе страны оказались на грани войны. Они также не смогли достичь мирного соглашения по разделенному Кипру. Турция вторглась в северную часть острова в 1974 году в ответ на военный переворот, поддержанный Афинами, сообщает BBC. Андрей, скажите, пожалуйста, нет ли вот у вас ощущения, что у меня это ощущение довольно устойчиво, что тот миропорядок, который установился в 1945 году после Второй мировой войны, он начинает рушиться и подходит к концу. И мне кажется, к концу он начал подходить как раз в 2013, когда Владимир Владимирович открыл вот этот вот ящик Пандоры и показал всему миру, что если ты сильный, наглый гопник с подворотни, то можно, в принципе, плевать на международное право и делать все, что хочешь. Да, я согласен, да. Но только я бы не сказал, что в 2013, я бы сказал в 2008. Давайте вспомним Грузию. Но в 2008 мировое сообщество, в общем-то, довольно-таки так проглотило и отреагировало вяло. Ну вот это и есть, что мировой порядок начал меняться. Проглотило и отреагировало вяло на войну, на агрессию, на аннексию, да?
Это значит, что уже зашатались устои международного права, зашатались устои целостности государств, да, то есть это один из основополагающих принципов границ послевоенных. Нерушимость границ. Нерушимость границ, да, хотя это были административные в начале, когда по Хельсинскому акту призналась нерушимость границ, но тем не менее административные стали государственными границами Грузии, так же, как и Украины. То есть, да, я согласен, и вот эти вот эскапады лидеров сегодняшних, неважно, легитимных или негативных, это только ухудшает мировую ситуацию, да? Я думаю, что почему-то вдруг сильно окреп популизм. Угу. Вот. И он стал восприниматься, он стал нормой какой-то. Да? И вот такое ощущение, что правители соревнуются между собой, кто более резко себя поведет, опрокидывая все нормы. И вот это вот из той серии. Эти заявления Эрдогана. За 60 лет впервые действительно напряженнейшие отношения. Казалось бы, ты используй ты раз ты решился на визит, используй ты для урегулирования и конфликтов, каких-то спорных вопросов, да, что возможно было. Нет, не нужно это. Не нужно для внутренней публики, для избирателей. Ну, у Турции сейчас, по-моему, начинают появляться свои скрепы. Я вот тоже категорически согласен насчет популизма, и мы видим, что везде по всему миру к власти начинают приходить люди, ну, скажем так, несколько неадекватные, живущие с какой-то своей сверхидеей в голове. Да? Тот же Эрдоган, пожалуйста, Дутерте мой самый любимый, Трамп в Америке. Уж где более устоявшуюся демократию поискать, и то товарищ Трамп там пришел к власти. И везде, по-моему, мир качнул в правую сторону, да? В сторону национализма. Ле Пен за одну каденцию 17 до 34%, да? АфД в Германии, в Венгрии, в Голландии, ну там не вышло, везде все это просыпается. Нет ли ощущения, что мы находимся примерно в таком же состоянии, что мир находится примерно в таком же состоянии, как в году, там, скажем, в 34-м, 36-м, с вновь появившейся Германией в виде России? Ну, такое ощущение есть, но я бы не сказал, что вот так вот однозначно качнулся вправо. Мир качнулся в сторону экстремизма и экстремальных каких-то проявлений, потому что левацкие радикалы не менее опасны, чем правые радикалы, фундаменталисты. Да? То есть, да, есть такое ощущение. И тем более, что Запад охотно сдает свои принципы. Очень охотно. Да? И если в 1936-1938 году это можно было объяснить желанием избежать войны, избежать напряженности на континенте, то, мне кажется, сегодня страшнее. Сегодня Запад сдает принципы, потому что его покупают, потому что его коррумпируют, потому что очень эффективно работают на эрозию всех ценностей именно на Западе. Вот я как раз недавно узнал этот термин коррупционная эрозия. По-моему, очень точно все это сказано. Да, абсолютно. Работает Россия? Или Конечно. кто-то еще? Или все? Ну, Россия всегда, в общем-то, это, наверное, еще советская школа, советская концепция подрывная, да, но сейчас просто России проще работать на Западе. Это долгое время не была угрозой для Запада России, поэтому охотно воспринимались деньги, которые привозили из России, причем наличными, это всегда приветствовалось. Да, сегодня Россия работает, но уже получив достаточно серьезную опору. И это не только там коррумпированные бизнесмены, это think-танки так называемые, то есть мозговые центры, это НГО, это фонды и так далее. То есть достаточно системно идет работа. А вот скажите, пожалуйста, Андрей, вы сейчас живете в Варшаве, да, насколько я понимаю? Вы, насколько я понимаю, много ездите по миру. Да. Общаетесь с людьми. Вы, как заместитель министра иностранных дел, в политике, в общем-то, разбираетесь. Понимает ли Запад вот эти новые вызовы? Понимает ли, что он происходит? Понимает ли, как этому всему надо противостоять? Нет. Не понимает все-таки еще? Нет. В политике разбираются все, так что не надо делать специалистов.
В футболе, в политике. Это все всегда разбирается. В строительстве, да. Вот. Нет, не понимает. Не понимает. Нету лидера. В западном мире нету лидера. Не понимает истеблишмент или обычные, просто население, обычные люди? Или и те, и другие? Или вообще никто ничего не понимает? Ни те, ни другие. Обычные люди, даже если понимают, они не влияют, да, на политику. Они могут влиять на выборах, при голосовании, наверное. Ну да, это очень долго. А вот истеблишмент не понимает. И вспомним, давайте, как долго не понимали, что происходит в Украине. Хотя был аннексирован Крым, началась война. Как не понимали, что происходит на Майдане. Ведь, ой, как не сразу европейцы решили поддержать революцию в Украине. И это на самом-то деле опасно, потому что кроме непонимания есть еще сознательная работа за деньги на агрессора. И вот сочетание всего этого, в общем-то, такая безрадостная картина получается. Что делать? Есть какой-то рецепт противостояния? Потому что вот у меня, например, его нету. Можно ездить по миру, можно людям рассказывать, но я вот тоже езжу, рассказываю, встречаюсь ровно с тем же, что люди просто не понимают того, о чем ты им говоришь. Сейчас, на данный момент, понимание начинает происходить. Вот Тереза Мэй недавно сделала довольно жесткое заявление как раз о том, о чем мы твердили все эти годы, например, о ботофермах в соцсетях. Какой-то все-таки первоначальный этап понимания, по-моему, уже есть. С Украиной тоже уже разобрались. Запад, по-моему, все-таки за 3 года отдуплил, что здесь происходит. Но есть какой-то рецепт, как ускорить этот процесс? Как им объяснить? Ну вот именно объяснять как можно подробнее. Когда я говорю, что не понимает, да, это не понимает на уровне устойчивого лидерства. Потому что я согласен, да, происходит осознание того, что сегодня происходит, особенно в нашем регионе. Можем вспомнить пример Германии. Да? Германия традиционно никогда не хотела против России какие-то меры принимать. А тут это действительно такой показательный был фактор. Немецкий бизнес поддержал введение санкций против России. Это было удивительно, потому что я очень хорошо знаю, как немецкие бизнес-интересы влияли на ситуацию в Европе по отношению к Беларуси. То есть не надо там резких движений, не надо каких-то жестких мер принимать. Хотя в Беларуси там присутствие не такое серьезное. В России присутствие серьезное и традиционно серьезное. Так вот, немецкий бизнес поддержал санкции. Меркель стала лидером жесткого отношения к России. Тоже достаточно удивительно, потому что, наверное, Кремль рассчитывал, что как раз вот лидер Германии, где вышла книга «Немец в Кремле» про Путина, не будет занимать жесткую позицию. То есть, да, постепенно происходит. Нам хотелось бы быстрее, но вот, к сожалению, ситуация такая, что как только появляется возможность отступить от принципиальной позиции, они отступают. Я говорю по Беларуси, прежде всего. Нотка оптимизма появилась в нашем пессимистичном разговоре, как я посмотрю. И к чему все это приведет, чем все закончится? Большая война, большая кровь, малая кровь? Если будут продолжены санкции против России, если Запад поймет, что нельзя потакать диктаторам, не только в России, в Беларуси, в Азербайджане, в Туркменистане, в Узбекистане и так далее, что начнет принимать какие-то действенные меры против этого кооператива диктаторов, да, который возник на постсоветском пространстве, тогда есть оптимизм. Ох, боюсь я, что не очень-то он начнет. Ну вот, мы же еще и просветительскую функцию. Надеюсь, кто-то нас слушает из западного мира, да. То есть мы говорим, что действительно нужна помощь сегодня. Нужна помощь в защите ваших интересов. В первую очередь, конечно же. Да, потому что наши интересы, они уже опосредованы, вот эти вот ценности. У нас их еще не было, мы еще с ними не жили. Это ваши ценности, это ваши интересы. А мы хотим, чтобы к нам пришло вот такое вот, чтобы пришла защита прав человека. Окей. Я напоминаю, что можете звонить, открываем мы телефонную линию для получения звонков. Звоните, задавайте свои вопросы Андрею Санникову. Перейдем к нашим ценностям, перейдем к Беларуси.
Вот вы, Андрей, всю эту кухню КГБ, тюрьму увидели всю изнутри, да? Вот у меня такое ощущение, меня когда спрашивают про ФСБ, про российское ФСБ, я говорю, что никакого российского ФСБ на самом деле нету. Нету никакого того монстра, который является преемником КГБ, какого-то такого монолита, потому что ФСБ — это банка с пауками, куда добрались противоборствующие группировки, бывшие бандитствующие группировки, они там грызутся друг с другом, и главная задача — удержаться за кресло, за генеральские погоны, чтобы иметь возможность стричь бабло. Вот у меня такое ощущение, что в Беларуси как раз КГБ — это монолит, что там служат не за деньги, а действительно вот за совесть служат режиму, что как раз-то преемником КГБ Советского Союза является белорусское КГБ. В полной мере. В полной мере КГБ является преемником и действительно имел такую возможность изнутри понаблюдать использование тех методов, о которых читал. Я бы не сказал, что там только за какие-то, пускай со знаком минус, идеалы, да, служат. Нет, там деньги тоже решают. Потому что при диктаторе... Что такое спецслужбы при диктаторе? Они ведь соревнуются в страшилках. Для того, чтобы обеспечить себе хорошее существование, они должны каждый день раскрывать заговоры. Запугивать власть. Запугивать власть, да. Поскольку все диктаторы мнительные, параноидальные, шизофреники, да, то это достаточно просто. А запугивание, кто половчее, поэффективнее запугает, тот больше денег получит. Нет, там циничные достаточно люди, которые... Ну вот что осталось, что боязнь стукачества среди сотрудников КГБ. Да, то есть они служат, они показывают рвение, потому что какая-то осечка их тут же заложит. Конкуренция существует. Это хорошо. Это хорошо, да. Но что еще вот как раз в белорусском КГБ? Они оккупанты. Они оккупанты, потому что ни от одного человека я там слышал, что какую страну развалили. Да, что я присягу давал на верность одну — Советскому Союзу. То есть они, служа в независимой Беларуси, но это все идет от Лукашенко. Они ненавидят, наверное, Беларусь как национальное государство, язык, культуру. Ненавидят, наверное, то, что им приходится иногда, если они работают сексотами, то есть они должны и по-белорусски, наверное, уметь говорить и так далее. Но вот такое стойкое ощущение оккупантов у меня там было на протяжении всего нахождения. Да, очень понимаю. У нас есть телефонный звонок, да, правильно я понимаю? Добрый вечер, вы в студии, задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Аркадий. Я бы хотел задать вашему гостю такой вопрос. Да, пожалуйста, Все пожалуйста. это правильно говорить, конечно, про Беларусь и про диктатора. Все это правильно. Но мы здесь, в Украине, живем, и мы давно знаем и слышим о том, что Беларусь живет лучше экономически, чем Украина. Ну, во всяком случае, жила до недавнего времени, до совсем недавнего времени. Что и цены там пониже, и качество продуктов достаточно высокое, дороги очень хорошие, сельское хозяйство хорошее, и зарплаты вроде бы как высокие, выше, чем у нас, во всяком случае. Ну, диктатор. Я согласен, Лукашенко негодяй и диктатор. Но люди-то живут-то получше, чем при демократии. Понятно, хорошо. Ваш вопрос, в принципе, понятен. Вот такая точка зрения, Олег. Что вы скажете на эту точку зрения? У меня вот как раз в Пандан точно такой же вопрос пришел по Фейсбуку. Мы объявили, что вы будете у нас в гостях. Нам читатели присылали вопросы по Фейсбуку. Вот Юлия спрашивает. Позитивна ли роль диктатора на постсоветском пространстве? Добивается ли бедная страна большего прогресса, если демократической модели предшествует авторитарный национальный лидер, нацеленный на развитие? Что лучше, Лукашенко и несвобода или Майдан и свобода? Вот звонивший гость забыл еще одну вещь сказать, описывая прелести. Минск — чистый город, это обычно тоже все добавляют. Вот у вас дороги хорошие, у вас порядок, и Минск — чистый город. Но это мифы, которые вот почему-то прижились. И я
не первый такой вопрос в Украине, это встречаю достаточно часто, что, ну, все-таки лучше, наверное, вот такая стабильность, да хуже это. Во-первых, почему миф? Потому что люди живут хуже, чем в Украине. Потому что, давайте я вам скажу, вот как раз недавно у нас определили, что в 2 раза выросла абсолютная бедность. Сегодня вот к этой категории абсолютной бедности относится 29% белорусов. Хочу пояснить, что такое абсолютная бедность. Это когда человек не может удовлетворить свои базовые потребности. Да? То есть он может поддерживать биологическое существование свое, то есть, проще говоря, пожрать где-то, перехватить. Но это все. Это вот показатель. Пособие по безработице где-то $12-13. Пенсия порядка, наверное, $60. Продукты дороже, чем в Украине. В ресторанах цены, в кафе, даже в самых скромных, намного выше. То есть не надо вот эту мифологию создавать. Вопрос о том, что вот, да, это действительно перекликается 2 вопроса. Но, во-первых, Лукашенко уникальное явление. Он не национальный диктатор. Он пришел к власти на отрицании всего белорусского. Он сразу же провозгласил себя интернационалистом, поклялся в дружбе в Москве, в общем-то, пошел в услужение Кремлю и тут же поменял национальный флаг и национальный герб, тут же пошли запреты на белорусский язык. У нас до сих пор нет университета, где преподавание велось бы на белорусском языке. Беларусь русскоязычная? Беларусь сегодня намного больше белорусскоязычная, чем во время развала Советского Союза. Вот. Но это делалось не для того, чтобы там определиться с языком. Это делалось для того, чтобы всю эту символику советскую, да, КГБ к той же категории относится, присвоить, да, и именно на этом делать свою карьеру. Да нет, никогда не будет диктатор, в какой бы сложной ситуации страна ни находилась, лучше, чем демократическое правление. Не надо думать, что народу только колбаса нужна и масло. Отсутствие свобод, оно настолько сказывается. И вот отсутствие свобод, казалось бы, экономическая была причина весенних протестов в Беларуси, массовых протестов. Самых массовых со времен перестройки даже. Даже более массовых, чем в 2010 году? Да, в 2010 году Минск был. А это 20 городов, причем те города, где люди никогда не выходили с протестами. Да? То есть как, таким спусковым крючком это был декрет о тунеядцах, то есть налог, который Лукашенко решил ввести на тунеядцев. Но люди, выйдя на улицу, тут же требовали смены власти. Тут же. Нет, не надо думать, что отсутствие свободы, такое продолжительное время как-то помогает развитию общества. Мы видим, как деградирует общество в Беларуси. Просто деградирует. Мы видим, как оно деградирует профессионально на всех уровнях. Мы видим, как все ветшает. Вот сказали про какие-то успешные колхозы. Да у нас большинство колхозов убыточных. Сама форма эта, она не позволяет в современном мире быть успешным предприятием без дотаций, без серьезных дотаций. То есть несколько лет назад там бизнесменов обязывали брать отстающие колхозы и подымать, что сказывалось на доходе бизнесменов и не помогало колхозам на самом-то деле. Ну да, страна сейчас либо развивается, либо откатывается назад. И, кстати, я вот еще от себя замечу все-таки, что как по мне, вот я пожил в Иперии, пожил в Мордоре, я вам хочу сказать, что, может быть, дороги даже если и лучше, но если у тебя есть шанс получить арматурой по башке в подъезде или уехать там на тюрьму на 5 лет за пост в Фейсбуке, то, поверьте мне, лучше выбрать плохие дороги в этом случае, чем хорошие. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте, задавайте Андрею, пожалуйста, свой вопрос. Алло. Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте. Люблю ваш очень канал, прекрасный. Просто я отдыхаю, особенно когда турецкие фильмы смотрю. Да, спасибо, задавайте свой вопрос, Я пожалуйста. могу вам сказать, что я немножко филологии
практикует? Татарин от слова татарин. Я прошу прощения, у нас все-таки, к сожалению, не так много времени в эфире. Задайте, И пожалуйста, отсюда у вас вопрос. проблемы. Отсюда проблема. Вот. Это комментарий был. Не вопрос. Что я могу сказать? Я из Одессы. Окей, хорошо, Меня- прошу прощения. Все-таки мы, наверное, будем вынуждены вас отключить. У нас, к сожалению, все-таки не так уж много времени. Прошу прощения. То есть в Беларуси протестный потенциал в Беларуси, он пошел на спад или все-таки еще остается? Протестный потенциал есть, но протесты были задушены, надо признать. В общем-то, Лукашенко лет 10, наверное, если не больше назад, поклялся уничтожить оппозицию. Он планомерно осуществляет это. Вот. И протестный потенциал существует. Вот я говорил о весенних протестах. Там появились новые явления, которые перепугали диктатора, естественно. Люди перестали бояться камер, независимых камер. И наоборот искали камеры, чтобы высказаться. Этих людей тоже брали, этих людей тоже судили, этих людей тоже штрафовали. Вот. И вот такими методами аресты лидеров, над лидерами просто издеваются. Вот один из активистов нашей гражданской компании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, у него последняя отсидка, он перевалил уже за год отсиженных дней сутками, да, там 10 суток, 15, 20, 25. Никляева берут, зная, что у него неважно было со здоровьем, именно в этот Никляев момент. не уехал, он там остается. Никляев там, это наш народный поэт, берут, зная, что у него неважно со здоровьем. Вот. Именно в тот момент, когда он собирается к врачу, его берут без лекарств, с гипертоническим кризом. Статкевича, лидера оппозиции, тоже берут постоянно с издевательствами. Да? То есть вот такие вот меры точечные, казалось бы, а сочетание, то есть продолжение давления и усиление давления на лидеров, плюс выдергивание активистов, которые, особенно те, которые только вот сейчас появились, вот только впервые люди вышли на улицы, оно действительно помогает придушить протесты. Но потенциал сохраняется, и экономика разваливается. То есть протесты будут. Они все равно будут. Скинут ли Лукашенко или не скинут, я спрошу после звонка. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Гости студии, у меня вопрос к вам. Когда осенью батька приезжал в Украину, он доверял украинскую сторону в любви и дружбе. Но, к сожалению, через некоторое время украинский гражданин Гриб, Павло Гриб, оказался по вине белорусской стороны в России. Скажите, пожалуйста, насколько суверенно данное государство в своих правах? Это первый вопрос. И второй вопрос. Беларусь постоянно голосует на площадках ООН в унисон с Российской Федерацией. Вот. И возможно ли после таких голосований против Украины быть площадкой для минских переговоров по мирному урегулированию Донбасса? Спасибо за ответ. Спасибо. Вы расслышали Я понял, вопрос? да. Я часть не расслышал. Ну, в общем-то, что я могу сказать, что вот сейчас вы увидели то, что есть на самом деле. Вот это реальная позиция Лукашенко. Я не знаю, почему раньше не замечали, потому что не первый раз было указание белорусской делегации голосовать против резолюции, осуждающей аннексию Крыма. Вот. Вот эти вот провокации против украинских граждан, они были и раньше не такие, может быть, заметные, и они будут продолжаться. Сепаратисты, которые, как их называют, то есть бандиты, которые воюют в Донбассе, они приезжают спокойно в Беларусь, им там ничего не грозит. Добровольцы белорусы, которые воюют за Украину, за независимую Украину, они могут приехать, их тут же арестуют, тут же посадят, а еще и выдадут ФСБ, не дай бог. То есть Лукашенко пророссийский? Он абсолютно контролируемым Кремлем. Он пытается делать вид, что он ведет свою какую-то политику, но эта политика заключается в выманивании денег с Запада и с Востока. Окей, с режимом понятно. А что с Беларусью? Беларусь сама в целом. Ну вот будем очень грубо, очень утрируя. Беларусь, она сама пророссийская или все-таки она больше нацелена в Европу?
Я могу сослаться на избирательную кампанию 2010 года, где я шел под лозунгом евроинтеграции, интеграция в Европу. Это было очень популярно. И очень интересно было дискутировать в аудиториях достаточно больших, потому что люди хотели знать, что нам это дает. Пропаганда работала против этого всегда. Пытались, ну, пропаганда такая совковая, плюс колхозная, да, то есть совершенно непонятно. Люди хотели разобраться. И этот тезис был очень популярен. Причем вот на тот момент, если бы у нас поменялась власть, лет через 7-8 мы могли бы выполнить критерии вступления в Евросоюз. Я сознательно не говорил, что мы вот сразу должны определиться со вступлением. Я говорил о том, что мы выполним критерии, и тогда народ решит. Сегодня, я думаю, большинство все-таки за Европу. Хотя люди оболванены российским телевидением. Белорусское телевидение вообще невозможно смотреть пропагандистское. У нас тут здесь гибридные войны идут по всему миру, а у нас гибридное телевидение существует уже давно. То есть российские каналы, которые называют, скажем, НТВ Беларусь, там, РТР Беларусь и так далее. Вот. И поэтому большинство на каких-то опросах, хотя это сомнительные опросы, поддерживает политику Путина в Украине. Но при том, вот если сослаться на те опросы, которые были более-менее точны, потому что не такая жесткая диктатура была, то примерно всегда было 50 на 50 за Европу и Россию. Но это до войны России. Белорусов очень пугает война. И пугает не столько вот то, что не украинская ситуация, что война происходит, а то, что Россия развязала войну. Вот с агрессором, с воюющим, причем... Мы вернемся к этой теме, обязательно ее обсудим. У нас просто есть еще один звонок, выслушаем его. Добрый вечер, вы в прямом эфире, задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, это Мариуполь. Здравствуйте. Здравствуйте. Мариуполь, слышно меня? Да, мы вас отлично слышим. Я хотела у вашего гостя спросить. Вот я недавно прочитала выражение «народ, совершающий революции, не способен на реформы». И как бы я так задумалась, вот в Украине 2 раза революции, а реформы, они не там. Вот это выражение, кто-то из французских, по-моему, деятелей 18 века это сказал. Как вы думаете, это так? Ну, это какая-то непонятная мне фраза. Потому что вокруг нас совершили революции в Восточной Европе, и реформы шли семимильными шагами. И мы видим сегодня, что уровень жизни в разы превышает уровень жизни и в Беларуси, и в России, и в Украине. Так что мне непонятен этот посыл. Да, безусловно, способен. А революции происходят для того, чтобы жизнь менялась. Да? И если это демократическая революция, как в Украине, здесь ситуация непростая, но реформы идут и будут идти. Как говорит наш замечательный премьер-министр Дмитрий Медведев, наш, я имею в виду, из Мордора, свобода лучше, чем не свобода. Либерал просто-напросто. Возвращаясь к тому, на чем мы остановились, безусловно, здесь эта тема интересует всех, наверное, да? Уже, в общем-то, я думаю, что, наверное, общепринятое мнение, что следующая цель у Владимира Владимировича, это, наверное, видимо, Беларусь. Да? Я не знаю, разделяю ли я эту точку зрения или нет. На мой взгляд, есть какие-то оговорки, но вопросов таких, безусловно, много. Алексей Осипенко. Сможет ли Лукашенко обеспечить хотя бы нейтралитет в противостоянии Украина-Россия? Или нам стоит готовиться к развертыванию вежливых человечков еще и на севере и к кримизации Беларуси? Я удивился в Украине, говоря с разными людьми, что события последних месяцев никакого эффекта не дали. Что я имею в виду под событиями последних месяцев? Это и подлая операция с похищением Павла Гриба по указанию ФСБ, это и шпионский скандал, причем здесь не так важен арест украинского гражданина, как поведение Лукашенко, который нахамил избранному законному президенту Украины Порошенко, а это его, в общем-то, манера. Он
редко говорит что-то в глаза, он всегда льстит, а потом перед журналистами он показывает свой мачизм. Вот. Ну и главное, это маневры военные «Запад-2017». Вот после этого считать, что Беларусь может оставаться какой-то нейтральной территорией или дружественной территорией, ну просто невозможно. Дружественный кому? Украине. Вот. Потому что вот эти учения, они начались вранья и закончились враньем. Учения были не только на территории Беларуси. Учения охватывали огромный район. От Северного Ледовитого океана до Средиземного моря. Учения проводились в разных местах. Это были учения, по мнению натовских специалистов, по мнению Министерства обороны наших соседей, наступательного характера. То есть правильно ли я понимаю, что Беларусь на данный момент по факту уже является, ну, в общем-то, анклавом Российской Федерации? Абсолютно. В военном отношении, еще раз вот хочу сказать, добавить, натовцы четко определились, что территория Белоруссии участвует в военных планах России. Все. Из этого мы исходим. Никаких там, что Лукашенко сказал, кому-то пообещал, будет нападать, не будет нападать. Военные должны конкретно видеть ситуацию, стратегически на это смотреть и принимать какие-то меры. Вот они повторяют это неоднократно. Поэтому это наступательный анклав? Это наступательный анклав, Наступательный куда? В Украину или в Европу? Для создания линии напряженности по границам Балтии, Польши, Украины, естественно. То есть та же самая гибридная война? Да. У нас еще один звонок есть, да? Правильно я понимаю? Алло. Здравствуйте, добрый день, добрый вечер. Вы в эфире, задавайте свой вопрос, пожалуйста. Алло. Нет, звонок у нас сорвался, звонка у нас на данный момент нету. Продолжим, пожалуй, наверное, все-таки эту тему. Виталий Кирилл спрашивает, насколько реален сценарий ДНР, ЛНР в условном Витебске, Могилеве или Гомеле? Интересует именно, этот вопрос интересует именно с точки зрения принятия таких республик местным населением. Мне так кажется, что более вероятен сценарий Крыма. Что Лукашенко настолько сдал уже всю Россию, настолько контролируется, в том числе и та собственность, которая была приватизирована или не приватизирована. Вот последнее он продал трубу, можно сказать, как раз когда разогнал демонстрацию после выборов 2010 года. И денег совершенно не было, Россия не торопилась помогать кредитами, как всегда, или просто дотациями. Вот, значит, был продан трубопровод на территории Беларуси и России. И это происходило постепенно. Россияне уже открыто говорят, что у нас политика в последнее время идет такая: лояльность, поддержка в обмен на собственность. Вот. И вот такая ситуация, а также, вот, вернемся к началу, да, вот мое ощущение оккупантов в спецслужбах, то же самое, возможно, происходит в армии. Я не знаю ситуацию в армии. Армия, слава богу, пока была вне политики, то есть она никак не привлекалась. Но известны назначения российских офицеров на руководящие должности в армии. И известна зависимость белорусской армии от российской армии. То же самое, что было здесь до 2013 года. Да. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Добрый день, здравствуйте, Аркадий. Мы с вами встречались в Тель-Авиве. Сразу приглашаю всех в Иерусалим. Тут на самом деле все тепло и хорошо. Да, тем более Иерусалим теперь столица, да? Вопрос такой. Какие страны признали Киев столицей Украины, Минск столицей Беларуси, а Москву столицей России? Почему признание Иерусалима столицей Израиля — это такой хайп, поднимает на весь мир? Вот. В Иерусалиме очень хорошо, там очень вкусные хорошо, понятно, спасибо. Но я думаю, это все-таки был, наверное, не столько вопрос, сколько... Ну, понятная реакция на последнее событие, да.
Все-таки помучаю я вас, наверное, Андрей, еще все-таки вот этим вот сценарием большой войны. С Лукашенко все понятно, с режимом понятно. То есть, резюмируя, он уже, видимо, отвернулся от Запада и повернулся в сторону... Он никогда не поворачивался к Западу. То есть, вот этой политике служить двум... Нет, от Запада ему нужны только деньги. В общем-то, признание его не интересовало? Здесь они... А это и есть деньги. Он не может получить денег, если нет какой-то легитимности. Поэтому и Путин, и он вынуждены там проводить какие-то выборы. Нет, признание я имею в виду, вот Владимиру Владимировичу нужно признание себя Наполеоном. У него это чувствуется. У Лукашенко этого, видимо, не было. Ну, окей, нет, Лукашенко нужно признание, что он президент. Никто этого не признает. Но де-факто с ним имеет дело, как с правителем, да, как с тем, с де-факто главой государства. Нужно понимать, что человек по своей натуре, да, он ненавидит, люто ненавидит Запад. Он не испытывает теплых чувств к Путину. Известно, что они друг друга очень сильно не любят. Но там понятно. Это криминальный мир, да? На одном языке. Да, бандиты, они договорятся. А там непонятно. Они же считают, ну, Лукашенко, по крайней мере, что там так же все работает. То есть там все основано на подкупе, там законы это так, обслуживают власть и так далее. Он никогда не поворачивался к Западу. И не повернется никогда. Любые попытки там представить, что Лукашенко может измениться или он может как-то дистанцироваться от Кремля, это все наивно, а может быть и специально такие попытки только усугубить нашу ситуацию. Он каждый раз, эта риторика такая, более мягкая по отношению к Западу, и попытка потом подружиться появляется, когда у него совершенно безвыходное положение денег. А сегодня оно безвыходное, тем более, что Путин больше не может давать такие дотации, как раньше, тем более, что цена на нефть, а на марже Беларусь зарабатывала достаточно большие деньги. Основная статья дохода была при продаже продуктов переработки дешевой нефти на Запад. То есть этого не будет. Поэтому вот я тоже как бы пытаюсь говорить с друзьями, с партнерами на Западе, что естественным партнером в Беларуси являются только демократические силы. Рано или поздно все равно пройдет изменение. Рано или поздно все равно демократические силы будут более готовы к честным выборам, чем какие-либо другие. Даже при сильнейшем административном там, рудиментах административных. Подвели мы к следующему вопросу, но у нас сейчас есть звонок, много звонков сегодня, это хорошо. Добрый вечер, вы в эфире, задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Здравствуйте. Алло. Да, алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Вы меня слышите? Да, задавайте вопрос. Да, господин Бабченко, ну, во-первых, я являюсь вашим подписчиком на Фейсбуке. Я считаю, так как вы пишете, то вы один из лучших военных. Спасибо, пожалуйста, у нас сегодня в гости студии Андрей Сальников. Задавайте вопросы, пожалуйста, ему. Меня зовут Вячеслав, Да, господин Бабченко, скажите мне, пожалуйста, как вы считаете, развитие отношений Украины и Белоруссии в связи с тем, что Белоруссия все-таки является сателлитом Кремля. Как вы видите эти отношения? Потому что на самом-то деле вы же понимаете, что если, не дай бог, будет вторжение, то белорусская граница гораздо ближе, чем российская, ну, по большому-то счету. И оттуда есть опасность, ну, по большому-то счету. И я бы хотел услышать ваше мнение. Спасибо. Спасибо большое, Nokia. От современности тогда перейдем к будущему. Что дальше нам ждать от этой ситуации? Поддержит ли Беларусь вторжение в Украину? Будет таковое случиться? С территории Беларуси? Да. Но это уже ответ на вопрос. Если с территории Беларуси будет вторжение, значит, это означает поддержку. Территория Беларуси готовится для военных действий. Вот опять же, последние маневры показали. Давайте вернемся к 2009 году, когда впервые произошли маневры. Перебью. С маневрами, опять же, с властью все понятно, с режимом понятно, как все-таки белорусы, простой народ, скажем так. Меня очень раздражает это словосочетание «простой народ», но другого термина пока еще не подобрали. Вот как общество, общественное мнение, как относится ко всему этому?
Но я говорю, что общественное мнение подвержено доминирующей российской пропаганде. То есть зомбоящик и здесь победил. Тоже, да. Да, и большинство вынуждено, да, вот это все смотреть. Еще раз говорю, потому что белорусское телевидение смотреть невозможно. Да нет там точки зрения. Да, кстати, очень хороший вопрос, потому что была договоренность Порошенко и Лукашенко, что будет взаимообмен каналами. Канал «Беларусь-24» работает на Украине, на Украину. Но украинских каналов нет. Вот это поменяло бы ситуацию, потому что я смотрю телевидение, это другое совершенно телевидение, это нормальное, то есть там можно и новости узнать, и погрузиться там в какую-то нормальную, живую, острую иногда, даже иногда переходящую грани дискуссию политическую здесь в Украине. То есть, но я хочу сказать другое. И это касается отношений Украины и Беларуси. Вот два Майдана. Оранжевая революция, революция достоинства. Да? Больше всего граждан других стран это были белорусы. Это было большинство. Больше всего флагов национальных было белорусских. Один из первых погибших белорусов. Первый погибший, один из первых погибших белорус. Да? То есть вот это ответ. То есть есть достаточно большое количество людей, которые понимают, что происходит, и которые бросаются на помощь, рискуя попасть под замес здесь и быть арестованными в Беларуси, как при возвращении. Но тем не менее получается, что есть и достаточно большое количество людей, которые готовы будут воевать с Украиной, будет такое произойдет. Вот это я не скажу. Я думаю, что не так. Я не могу утверждать, но я думаю, что не так. Я думаю, что часть военных будет готова воевать, но будут готовы и белорусы воевать против российской армии на территории Беларуси и на территории Украины. Сегодня воюют наши добровольцы в Украине. Я думаю, воинское братство, оно означает, что будет дан отпор и на территории Беларуси будет такое случиться. Надеюсь, что такого не будет. Очень надеюсь. Тоже надеюсь. Довольно пессимистично у нас... По-моему, очень... Ну вот только последние, наверное, 1,5 минуты. Скажем так, он приближен к действительности разговора. Давайте зачитаем оптимистичную новость из замечательной оптимистичной страны под названием Россия. В Омске осветили дельфинов. В городе Омске открывается дельфинарий, который будет работать всю зиму. Священник Александр Лемешко, служащий в храме священномученика Сильвестра Омского, разместил фотографию, на которой видно, как он освещает дельфинов. На шее священника при этом висит кадила, а в руках ведро, видимо, со святой водой. «Будни священника, освященные дельфинчики», подписал фото автор поста. Есть чем прокомментировать такую замечательную новость? Да, у меня тут же возникла ассоциация с замечательным фильмом «День выборов». Дельфины, воевавшие на нашей стороне, вот точно такой миной, только больше и другой. То есть это вот тот же абсурд, да? Абсолютный абсурд, абсолютное совершенно сумасшествие. Безусловно, это, конечно, безусловно, влияние зомбоящика. Но я напомню, что Андрей, конечно же, не только политик, не только кандидат в президенты, но еще и писатель, еще Спасибо. и инженер душ человеческих. Мне очень часто задают этот вопрос, у меня на него ответа нету. Можно ли я этот вопрос перенаправлю вам, Андрей? Объясните нам, как инженер душ человеческих, каким образом люди могут доходить до такого состояния, до состояния абсолютной шизофрении, до состояния освещения дельфинов, до состояния того, что они отказываются от своих павших, до состояния того, что они готовы хоронить своих солдат, там где-то закапывать в лесопосадках за деньги. Как вот это вот происходит с людьми? Ну вот, я хотел этот вопрос вам задать. Поскольку масштабы происходящего в России, наверное, перекрыли все мыслимые и немыслимые. Хорошо, отлично. Вот сейчас у нас, может быть, есть человек. У нас звонок из России. Добрый вечер, пожалуйста, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире. Задайте, пожалуйста, свой вопрос. Я могу задать вопрос, да? Да, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Здравствуйте, конечно, мне вас приятно слышать, но знаете, какой у меня вопрос к вашему собеседнику? Да, я слушаю. Алло.
Там что, подсказывают вопрос или что? Нет, это просто долго идет сигнал. Говорите, пожалуйста, у нас не так много времени. Алло. Алло, вы меня слышите? Да, мы вас слышим. Задавайте уже вопрос ваш. Да, вопрос у меня такой. Почему, когда Лукашенко принял налог на тунеядство, возникло какое-то недовольство у жителей? Там были какие-то выступления в 20 городах. Вы понимаете? А почему государство должно кормить тунеядцев? Понятно. По-моему, вполне логично. Понятно. Хорошо, спасибо вам. Потому что налог был не на тунеядцев, а налог был на население. Да, это поиск средств, которого Лукашенко катастрофически не хватает из-за того, что он провалил полностью реформирование экономики, из-за того, что экономика находится в плачевном состоянии. Но достаточно сказать, что налог этот пытались взять с беременных женщин, с матерей, которые находятся в декрете, и так, с инвалидов и так далее. Не знаю, мне кажется, по-моему, здесь особого ответа на этот вопрос не требуется. Ну, по-моему, на мой взгляд, это просто иллюстрация, в общем-то, того, о чем мы говорим. В свободной стране человек хочет работает, хочет не работает. Из России нам вот поступают вопросы, почему государство должно кормить тунеядцев. Ну, у нас еще хуже ситуация, потому что человек хочет работать, но нет работы, да? Сегодня, особенно вот в регионах, это было с этим связано. «Дайте мне работу», кричали люди. Я буду налоги платить, не на тунеядцев, а так, как положено. Я хочу работать, ее нет. Ну, режим, мне кажется, белорусский режим все-таки скатывается в этом смысле к Советскому Союзу даже дальше, чем российский. Да я бы хотел сказать, что здесь опаснее явление сейчас, чем советский. Кстати, давайте все-таки отметим. 26 лет назад, в этот день, в Вискулях, состоялась денонсация договора о создании Советского Союза. Праздник, значимый день, да, действительно. Тем более, что я в очень хороших отношениях с Станиславом Станиславовичем Шушкевичем. Он был в моей команде, поддерживал меня, за что я ему благодарен. И он правильно говорит. Вот мы сделали, еще не все оценили, подписание этого соглашения о денонсации договора о создании Союза позволило избежать кровопролития, позволило избежать гражданской войны. Я позволю себе еще привести, я в книге написал об этом. Я присутствовал при встрече. Как книга называется, скажите? Книга называется «Моя история. Белорусская американка или выборы при диктатуре». Она в Киеве, кстати, продается. Ее выпустили в Киеве, издательство «Основы». Так вот, я присутствовал при разговоре Шушкевича с Лехом Валенсой. И они дружат, они в хороших отношениях, они называют друг друга по имени. И Шушкевич говорит: Лех, ну ты герой для меня, ты легенда. Ты действительно, я тобой восхищаюсь. Лех говорит: Стась, это ты герой. Если бы ты не развалил империю тоталитарную, танки уже были бы в Польше на следующий день после того, как мы провели круглый стол и о чем-то договорились. То есть, собственно говоря, мы сейчас сидим с человеком, который и такую замечательную страну и разваливал. Да? В общем, да. Так, у нас, к сожалению, остается 2 минуты. Масса вопросов я не успел задать, масса вопросов пришла от читателей. Польша, раз уж свернули на Польшу. Вы сейчас живете в Варшаве, вы сейчас живете в Польше. У меня такое ощущение, что Польша тоже движется в сторону своих уже скреп. Консерватизм, те же самые национальные подвижки, те же проблемы сейчас с Украиной из-за земель, из-за истории. Какова ситуация в Польше, как в Польше на бытовом, опять же, уровне, интересует, конечно, бытовой уровень, относится к Украине, что поляки думают по этому поводу? Ну вот мы возвращаемся к началу разговора. Что происходит в мире-то вообще? Да? Вот действительно миропорядок рушится, какие-то абсурдные явления начинают происходить. Но все же я не стал Польшу там сравнивать с какими-то экстремальными ситуациями. Это все демократическая страна. Да, печально, что там сегодня пытаются переписать историю, но там будут выборы, народ будет решать. И там реально народ решает. Очень меня беспокоит польско-украинские отношения. Очень беспокоит. Мне кажется, это настолько не к месту, не ко времени, да, и подогревается как-то нелепо. Но этот конфликт нужно решать. Поэтому вот обращаюсь
и к польским, и к украинским политикам, и главное, к общественности, к гражданскому обществу. Нужно прекращать вот этот конфликт. Отлично, отлично. И вот на этой оптимистичной ноте мы сегодня заканчиваем наш эфир. Спасибо большое, Андрей, что были у нас сегодня в студии. Спасибо, что смотрели. Встретимся с вами в следующую пятницу в 21:00 на телеканале АТР. Удачных вам всех выходных.